Так, прямой эфир начался. Так. Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. С вами снова я, Варти Аслан, на канале Реалити. Сегодня 19 октября 2022 года. 15:32 по Берлину, 16:32 по Джохару. Друзья, сегодня я провожу экспериментальный стрим на YouTube канале и в ТикТоке одновременно. Приветствую вас, друзья. Всех я вас приветствую, друзья. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии и распространяйте ссылку на наш стрим, друзья. Итак. Итак, друзья. Так, это великолепно, замечательно, культурно, супер. Это на YouTube уличный солдат пишет. Да, Аслан, надо сейчас призвать США, чтобы нас признали, нашу любимую Ичкерию. Я чувствую, вот-вот уже признают. Мы на пороге уже. США говорили о нас еще в 90-е. Я уверен, еще не раз скажут о нас, о нашей Ичкерии. США, I love you. Аслану алейкум салам. Уличный солдат, алейкум салам, приветствую. Ури и все остальные приветствую. Аслан, пожалуйста, делай так одновременно, там и тут. Да, я вот буду делать и там, и тут. Друзья, пишите, заходите, ставьте лайки. Украина признала Чеченскую республику Ичкерия временно оккупированной и также осудила геноцид, совершенный фашистской Россией, чеченской нации, чеченского народа. Возникают вопросы разные, говорят, ну почему там не сказано напрямую, что Украина признает Ичкерию как суверенное независимое государство. Дело в том, что наша страна оккупирована, и когда признаются государства, да, если одно государство признает другое, то, соответственно, у них есть договоренность между ними, и они одновременно друг друга признают. И как только признается, например, Чеченская республика Ичкерия Украиной, на территории Украины должна появиться территория Чеченской республики Ичкерия. И, соответственно, должна появиться на территории Чеченской республики Ичкерии территория Украины. Это посольство, которое открывается. Посольство, представительство. Ну, когда признаются государства, это называется посольством. Дело в том, что наша страна оккупирована, и юридически правильно сделать так, как это сделала Украина. Это даже лучше, это юридически неправильно было бы, если бы сказать, что просто Чеченская республика признается государством. Ну, в принципе, признание как таковое уже есть. Признается территория временно оккупированная. Это говорит о том, что Чеченская республика Ичкерия, там указывается, что мы выходили из СССР, о чем мы много-много говорили, нас услышали, нас всех услышали, наших бойцов погибших за Украину, сражаясь. Это большая работа, и я думаю, ни одна страна в мире так трудно не добивалась признания разных стран. Например, Deutsche Welle, Медуза начали писать, что нету прямого упоминания о том, что признана Чеченская республика Ичкерия независимым государством, но по-другому трактовать то, что сделала Верховная Рада, просто невозможно. Было признание, более того, наоборот, это признание того, что мы оккупированы, это факт захвата чужой территории иностранным государством, что прямо указано. Было бы неверно и недостаточно, если бы Украина просто сказала бы, да, я признаю Чеченскую республику, посольство я там открыть не могу, но разрешаю, допустим, открыть посольство чеченского государства в Украине. Это было бы юридически неправильно, и для нас это было бы не полной правдой. Более того, Украина пошла дальше, и она признала геноцид.
тот самый геноцид, о котором мы так упорно говорим в мире, но при всем при этом Украина, у нас не было никаких судебных решений по этому поводу, хотя там геноцид очевиден. В принципе, Украина знает уже и по себе, что может делать Россия, что мы ничего не выдумываем, тем более у нас есть и решение Европейского суда, много решений Европейского суда, видео, фото и другие свидетельские показания по этому поводу. Поэтому, конечно же, было очень важно, что указали геноцид чеченского, осуждают, что они таким образом геноцид чеченского государства. Это очень-очень хорошо, друзья. И теперь, сегодня я обращаюсь к уважаемым странам Балтии, Латвии, Литве, Эстонии, Соединенным Штатам Америки, признать Чеченскую Республику Ичкерия временно оккупированной и осудить геноцид, совершенный фашистской Россией в отношении чеченской нации. Это для нас будет очень-очень важно и необходимо. Тот подъем моральный, духовный, который я наблюдаю за вчерашний день среди чеченского общества, это просто воодушевляет. Огромное спасибо всем еще раз, всем, кто принимал в этом участие. Так, друзья, я буду по очереди чередовать ваши вопросы, ваши комментарии. Будем потихонечку общаться. Так, друзья, давайте я начну с Ютуба. Так, Асап, пожалуйста, делай так одновременно. Так, вітання з України. Вітаю, Светлана, вітаю вас. Так, салам, Артур. Алейкум ассалам, гражданин Ичкерия, Шавигер Машвой. Так, ассалам алейкум, Машвой, Аллах дал Алшвой, дал у вас все будет Ичкерия, дал мула, гражданин Ичкерия. Адам написал тебе, что у Аслана эфир у антитеррор. Хорошо, что ты тут. Это не мне. Ассаламу алейкум, всем свободным. Алейкум салам. Слава Украине, слава Ичкерии, героям слава, слава Джахару Дудаю, амин. Иса Мунаев был умным. Да, Иса Мунаев сделал очень многое. Мы должны это помнить. Ассаламу алейкум, Довиле, ва алейкум ассалам. Спасибо большое, присоединяйтесь. Аслам Баркал, все будет Ичкерия, Довиль, все отлично. Так, друзья, теперь витание с Украины, Днепро, Любомира, здравствуйте, здравствуйте. Так, сейчас я, друзья, чуть-чуть сделаю посветлее у себя здесь на экране. Ну, давайте почитаем, что вы пишете в ТикТок. Так, русские, как обычно, имперцы к нам зашли, без них никуда, так как, я так полагаю, они ждут, это самые мои верные подписчики, наверное. Так, Аллаху Акбар, слава Аллаху, слава свободной Ичкерии, слава Украине, героям слава. Кто выиграет? Украина выиграет. Что поменяется после того признания, если Россия на всех наплевать? Ну, я бы не сказал, что, во-первых, на всех наплевать. Связано это с тем, в первую очередь, ты можешь наблюдать реакцию, которая сейчас происходит. То есть полная тишина. Так называемые оппозиционеры гибневые, вроде Медузы, там, вот, ну, я у Медузы прочитал, Коммерсант там кое-что написал. Ну, я не думаю, что им наплевать. Ну, наплевать им или не наплевать, нам глубоко наплевать. Нам важно, чтобы наша страна была деоккупирована, и чтобы от нас эти имперцы отстали раз и навсегда. И я думаю, мы идем семимильными шагами в этом направлении, друзья. Так, к нам еще россиянцы зашли. Не могут они без нас жить. Отлично, россиянцы, хорошо, что заходите. Пишите тоже ваши комментарии. Если будете писать без мата, без оскорблений, даже я буду зачитывать. Даже иногда то, что я не хочу, буду зачитывать. Добрый день, люблю вас слушать. Очень грамотно и интересно. Спасибо за поддержку нашей Украины. Добрый день, витаю вас, Лейла. Взаимно, спасибо и вам.
Так, валейкум салам, ассаламу алейкум, валейкум ассалам, Хамзат, Ичкерия Форева. Неверные подписчики тоже смотрят тебя в повторе, если что. Да. Нам ультра наплевать, Аслан, на них. Да, абсолютно верно, уличный солдат. Аслан, нам наплевать, что вам наплевать. Да, именно так. Именно так, друзья. Собирайтесь, пишите ваши комментарии и распространяйте ссылку на наш стрим, друзья. Это помогает привлекать внимание. Как известно, мой канал на территории фашистской России запрещен, а также запрещен канал Антитеррор и Чеченский след, Рязанский сахар. Вот как-то так, друзья, как-то так. Поэтому подписывайтесь на эти каналы. Так, Аленка, витаю. И вас витаю, Аленка. Нет уж вас, вы уже не суещуете. Это мне пишет русская патриотка, что нет уже вас, нас уже нет. То есть, значит, то, что она меня видит, это мираж, это она, видимо, перепила, у нее немножко искажение реальности происходит. Белка, так сказать, к ней пришла. Но мы существуем, главное, научитесь писать по-русски, чтобы не мне, чеченцу, вам объяснять, как правильно писать. Мы существуем, более того, я могу сказать, что ваше несостоявшееся государство в виде так называемой Российской Федерации, вот его реально скоро не будет существовать. С чем я нас всех и поздравляю. Аслан, почему в Фейсбуке не могу комментировать твои посты? Я не знаю почему. Может потому что мы не в друзьях, я просто не знаю. Так, давайте комментарии дальше будем читать. Так, на болотах ни слова об этом, пишет наша уважаемая Хорзум. Боятся говорить о таком шаге Украины, это же якобы посягательство на их целостность. И что они еще могут сделать? Ядеркой кидаться? Пусть попробуют. Да, они сейчас не знают, как на это реагировать. Так как слово Ичкерия, даже смотрите, важно даже не столько, что нам какая-то от этого польза материальная, физическая какая-то польза происходит, да, нам, чеченцам, я имею в виду. Это важно то, что так много лет говорили, что Ичкерия не существует, что потом проголосовали на 2003 году в референдуме, что все, чеченцы сделали свой выбор и так далее, и так далее. А оказывается, абсолютно все не так. И есть целое государство 40-миллионное, которое считает, что это не так. И я уверен, у меня нет никакой инсайдерской информации, я уверен, что именно и американцы так считают. И именно, может быть, они ни при чем, во что я не верю, но я им тоже выражаю огромную благодарность, каждому, кто и англичанам, и американцам, которые помогают Украине и помогают нам. Нам меньше, конечно, хотелось бы больше, но, как говорится, дареному коню в зубы не смотрят. Поэтому русские очень расстроены, я уверен, Кадыров спал, наверное, не очень хорошо вчерашнюю ночь. Думаю, и Путин переживал, и Патрушев, это самые главные террористы, которые уничтожали чеченский народ. Я думаю, все идет отлично просто. Ну, в принципе, мы это и ожидали. Чаша весов склонилась, теперь уже склоняется еще, пока только начинает склоняться в нашу сторону. И это неизбежные процессы, которые будут происходить. Да, Алмула. Так, Аслан, хума датсвой тиллер россиянч эл цедай ерюк да, Алмула, гражданин Ичкерии, да. Гражданин Ичкерии говорит, хотя бы то, что нас обозвали россиянцами, это имя будет от нас уходить. По крайней мере, грузины и украинцы уже так не могут говорить, что мы россиянцы. Более того,
я вот в этом Медузе читаю, не в Медузе, в Википедии, в русской Википедии прочитал, уже занесли туда, что Украина признала Чеченскую Республику оккупированной. И там указывается про Грузию вообще ни слова, что ранее Грузия нас признала. Указывается, что Талибан нас признал запрещенной фашистской России. И такая сносочка в 2000 году. Потому что сейчас с Талибаном они дружат. Вот такая вот интересная тема. Про Грузию вообще забыли, в Википедии не написали. Ну вот, как-то так дело. Так, приветствую всех участников форума. Привет. Антитеррор вообще замечательный, пишет уличный солдат. Витание пану Аслану. Благодарность всем сынам Ичкерии за помощь, храбрость и стойко в борьбе с Москвой. Усё будет Ичкерия. Артур, дуже дякую. Форева тоже запрещен уже давно. Да, кстати, напоминаю, я забыл Ичкерия Форева. Ичкерия Форева канал тоже запрещен на территории фашистской России. Нас уже 4. Остальные разрешены, имейте в виду, которых вы слышите в чеченоговорящем или от чеченцев говорящем сегменте русского ютуба или же чеченского ютуба. Кто признает Ичкерию последним, пишет Хорзум, тот лох. Ну хватит на Россию, Хорзум, наезжать. Ну, и так у них уже много проблем. Уверен, они нас признают последними. Так, а во время оккупированной Ичкерии было предусмотрено население о том, чтобы готовили подвалы по ходу в Москве и быть скоро. Но, Чинох, все будет хорошо, не волнуйтесь, все будет хорошо. В твой день грядущий верю я, свободная Ичкерия, да, Алмула, да, Алмула. Привет из Харькова, Салтовка на связи, слава Украине, слава Ичкерии. Героям слава, Михаил, витаю, Харьков. Все прорусские лжедемократы будут пытаться исказить совершенной Радой Украины достойнейший поступок. Слава Украине. Да, Форуму, абсолютно верно. Они, знаете, вот не указано то, что Чечня прямо признана независимым государством. И это будет такое отвлечение внимания от того шага, политического шага, важного шага, который сделала Украина. Поэтому не обращайте внимания, особенно на русскоязычные СМИ. Все отлично, Украина сделала все правильно. В юридическом, правовом, логическом смысле все было сделано просто отлично. Никаких вопросов. Оккупированная территория может быть только оккупирована иностранным государством. А иностранное государство, находящееся в данный момент на территории нашей страны, это только фашистская Россия. Поэтому там не ошибешься, кто оккупировал. Там еще есть сноска, объясняющая, что как мы выходили из состава Советского Союза и так далее, и так далее. Там все сделано очень правильно. Украинцы молодцы. Так, в юридическом смысле позволит ли признание ЧРИ атаковать РФ отрядом, созданным Украиной для деоккупации своей страны? Признайте Татарстан. Татьяна Халиуллина. В юридическом смысле признание никак не повлияет на право атаковать. Но если же, например, если с территории Украины будет происходить эта атака, или Украина будет помогать чеченскому государству, осуществления этой атаки, это будет помощь не каким-то террористическим группам или каким-то мятежникам или еще кому-то. Это будет помощь государству, которое признано на законодательном основании в самой Украине. Поэтому это будет считаться именно в этом смысле. И я вас поддерживаю, Татьяна Халиуллина, и призываю признать Татарстан оккупированным, или же помочь Татарстану выйти из тюрьмы народов. Так, теперь мы запретили на наших каналах Рабсистан. Талибан — это курьеры белого порошка в Российскую Думу. Нет, там Талибан героином занимается, а в Думе более таки продвинутая тусовка, там кокаином пользуется. От Европы, от Сахут, тут юг, Мащанчу, от видео яхкам. Поздравляю бичкирийцев с признанием, живите в Украине без чести. Цинга жоп диастагвастия тига.
Кюртен Дикуати Амзат. Это психически нездоровый человек. Это человек, которого там очень сильно пытали и очень сильно унижали. Эти же, кому он сейчас служит. Поэтому его лучше не трогать, что бы он там ни говорил. Это просто бред сивой собаки или лошади, как это будет правильно. Не обращай внимания. Так. Уличная, окей, стану, что не знаешь. Так. Так, перехожу сюда, Дон. Перехожу в ТикТок, Дон. Украина, Ичкерия, другие страны будут свободны. Так, ассаламу алейкум, брат. Ва алейкум ассалам, Алекс. Дику дал бухастам, дал де ал дуэлуэ, амин, Абдулмалик. Украина нас признала, это много что значит для нас. Да, поверьте, скоро это сделают и другие страны. Да, Аленка, я абсолютно не сомневаюсь, как мне написала одна моя хорошая знакомая, у Украины очень большой авторитет в последнее время в мире, на Западе, и этот пример, я очень надеюсь, будет заразительным. Я очень на это надеюсь. Так, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, муслим. Машоль. Где можно подать на паспорт Ичкерии? Нигде нельзя подать паспорт Ичкерии, получить нельзя. Можно сувенир получить, который не является паспортом. Здравствуйте, почему вы не встретитесь с Кадыровым? Здравствуйте, с удовольствием приглашаю вас, Саня, и Кадырова, и Путина с Патрушевым, вас 4, и сюда, в Гамбург. С удовольствием с вами встречусь. Один с вами с 4 встречусь. Аллах нам всем даст победу, мы делаем для этого причину. Да, Асан, что можно ответить на это? Ничего не знаю. Многие говорят, что поздно. Нет, не поздно. Президент хороший, Зеленский. До этого были президенты муда. Так, слава Ичкерии, героям слава. Интересно, как так? Рады нету половины депутатов. Нет, они в Европе, Америке. Вы о чем? Кто там голосовал? О, видите, вот пришел Бальтазар, и теперь уже он сомневается в прямом эфире, просто нам показали, как голосуют. При 287 из 350, по-моему, депутатов приняли участие. Все законно, все прошло идеально. Но вот находятся товарищи, которые говорят, что там сколько-то, несколько десятков депутатов не находилось на своем рабочем месте. Ну, война, может, они на фронте, может, заболели, может, еще что-то. Может, сбежали, всякое бывает. Хотя я сомневаюсь. Дедик Хилмасера, да, Люзель, ночью. Ассаламу алейкум. Если ты слава Украине говоришь, то ты совершаешь грех многобожий. Ты станешь муртадом. Так, ну, я у тебя салам брать не буду, потому что ты клинически. Ты кому служишь, говорит Аза Умар. Я служу чеченскому народу. А с какой целью ты интересуешься? Так, я тоже хочу навстречу. Я с ними один день. Не могу я позволить. Поздравляю всех чеченцев. Ичкерия будет свободной. Далмулай. Бег Машой. Так, From the Mountain. Давно не было From the Mountain. Ассаламу алейкум. Я очень обрадовался, услышав новость про Ичкерию. Я просто не могу не поздравить тебя и всем твоих зрителей. Это заслуга чеченцев, которые защищают веру и правду в Украине. Ва алейкум ассалам. Да, совершенно верно. Это заслуга всех, в первую очередь тех, кто защищает Украину. И не только они, там много еще есть других людей, которые помогали всему этому делу. Так, не берем салам один назад. От 64 депутатов надо нам уволить, если только они не на фронте. И болеть они не имеют права сейчас. Ну, всякое бывает, всякое бывает. Лучше приглашайте не в Гамбург, а в Гаагу. Все приедем. Все приедем. Да, отлично, пускай приезжают в Гаагу. Те, которые воюют в Украине, оба стороны, они муртады, говорит. Те, которые воюют в Украине, обе стороны. А ты, значит, в белом весь, да? Все в грязном, а ты весь в белом такой. Сидишь, комментарии пишешь, и ты молодец. Ну, нормально, ты умный, поздравляю. Если так подумать, 18 октября 22 начало братства между украинцами и Нохчи.
Да нет, между украинцами и Нохчи нет. Между Украиной и Ичкерией, то да. А между украинцами и Нохчи это братство зародилось, мне кажется, еще когда Сашко Белый к нам приехал. Поэтому будет неправильно вот таких людей, как Иса Мунаев, Сашко Белый, Амина Акуева, мы оставим позади этого братства. Оно и раньше было, когда Голодомор был в Украине, когда геноцид чеченцев был, вот эти две русско-чеченские войны, чеченцы туда приезжали, прятались, помогали им украинцы. Поэтому неправильно будет, что именно вот этот день. А то, что да, 18 октября, этот день такой шаг Украины, государства Украины в сторону чеченского народа. Дуже дякую, могу сказать. Так, вент и россиянч, бог цедаерю дал мула. Еще когда Голодомор был зародился. Да, и с нами говорят, так, все, давай, ты тут, иди отсюда, специалист, короче, по исламу. Так, пойдемте дальше. Аслан, теперь будет генконсульство Ичкерии в Украине. Я не знаю, наверное, я за то, ну смотрите, для того, чтобы с кем-то коммуницировать, нужно же, правильно, для того, чтобы предоставить посольство и так далее. Например, есть Аят Идигов, уважаемый человек, есть Хусейн Исханов, уважаемый человек. Вот эти люди могли бы заниматься этими вопросами. Но, в принципе, мне это уже не важно. Я на самом деле и так много сказал, что видел, что слышал, что знаю по поводу разных деятелей, представляющих нас тут. Мне без разницы. Мне главное, как говорится, движение. Главное, чтобы все это двигалось и не замерзало, и не погибало. Потому что слишком много мы заплатили. И я планировал максимум год заниматься вот этой своей деятельностью блогерской. И передать эту эстафету следующему, кто будет этим заниматься и так далее. Поэтому я считаю, что нужно нам в этом направлении двигаться, нам нужно заниматься этим вопросом. Много людей, которые натягивают на себя руководство, одежду руководства нашего государства, нашего народа. Я могу с ними не соглашаться, но это уже детали. Это уже детали, Дион. Так. Аслан, подскажите, пожалуйста, давно крутится вопрос в голове, глупый, наверное, стесняюсь его задать. Почему мы говорим ичкерия, а народ чеченцы? Почему не ичкерийцы? Ну, почему же? Мы ичкерийцы тоже говорим. Чеченцы тоже не наше название. Да? Ичкерия это наше название, а чеченцы это нас, по-моему, не знаю кто, арабы так назвали, или не знаю кто нас так назвал, это очень древнее, говорят, название, но само название у нас Нохчи, мы себя называем Нохчи, мы являемся Нохчи. А Ичкерия это Чеченская республика Нохчи-Чу, Нохчи Республик Ичкерия, если правильно, Чеченская республика Ичкерия. Ичкерия, слово я об этом тоже много раз рассказывал, появилось, можно сказать, фактически случайно, вернее, оно появилось вынужденно, так как Россия приняла Конституцию на 1,5 года позже нашей, мы приняли ее в марте 92-го, 12 марта, а русские приняли свою Конституцию в декабре 93-го, то есть за 1,5 года, на 1,5 года позже, когда уже мы приняли свою Конституцию. И туда они незаконно вписали нашу страну, что мы являемся, хотя в их Конституции написано, что мы можем, Российская Федерация является составной частью из разных там
народов, республики и так далее, вошедших на добровольной основе, то есть подписавших федеративный договор. Мы не подписывали с фашистской Россией на тот момент, и даже Татарстан не подписывал федеративный договор, но потом позже Татарстан подписал, мы его так и не подписали. Поэтому Дудаев был вынужден, и наше руководство вынуждено было немножко изменить название. Раньше наша республика называлась Нохчи-Чуе, республика Нохчи-Чуе, Нохчи республика или Чеченская республика. И мы потом были вынуждены, так как русские у себя записали в Конституции Чеченская республика, мы добавили к этому слову, к этому названию Ичкерия. Это наше древнее название, это место, плато, равнинная плата, место, обозначающее там определенную часть нашей страны, Ичкерия. Ну и там еще есть какие-то там названия у него, еще есть какие-то более древние какие-то упоминания об этой Ичкерии, и вот это слово было добавлено. Все было сделано отлично, и мы благодаря этому вынудили русских говорить не просто Чеченская республика, а Чеченская республика Ичкерия. Тоже, например, об этом говорил Ельцин. И вот сейчас, когда Украина говорит, признает нашу страну оккупированной, а когда она говорит Чеченская республика Ичкерия, это уже говорит о нашем признании. Просто больше ничего не нужно говорить. Скажите на нас ичкерийцы, и значит вы признаете нашу государственность. Этого уже достаточно. Это был сделан такой вид, короче говоря. Такой ход был сделан, ход конем. Так, Асан, расскажите про Гилаева. Про него легенда ходит, что очень серьезный воин был. Ну, это долгая история, может быть, кто-нибудь другой мог бы рассказать лучше, чем я, о Хамзате Гилаеве, о Руслане Гилаеве. Это долгая тема, да, воин был, руководитель был, командир был, один из лучших. Россия сдохла, Кутин, Чешок, гибня вся вида усохни в хлеву бурлачье. Так, чеченцы, а точнее ночь, это нация, а ичкерийцы, это местоположение Ичкерии. Ичкерийцы были воинами, хотели свободы, зазывали себя ночь к свободе. Отсюда пошло, что все стали ичкерийцы. Так, есть такой блогер, вроде как псевдогрузин, он разжигает ненависть между украинцами, грузинами, чеченцами, только игуши у него братья. Да, я знаю, видел, слышал про этого чувака, я его так не смотрел, но есть и есть, пускай. Так. Имперцы, орудующие на Западе, в частности Deutsche Welle, уже показали нутро в теме признания Чеченской республики Ичкерия. Ну, Deutsche Welle, на самом деле, Ибрahim, очень неплохо в последнее время начали. Я даже ими начал немножко гордиться. Да, к нам у них особые отношения, но, видимо, там какие-то журналюги у них там есть. Не будем за всю Deutsche Welle говорить, потому что реально Deutsche Welle подает неплохо иногда информацию. Но ты прав, да, я тоже смотрел, читал, и да, вот этот яд свой не могут они скрыть, да. Не зря мы являемся канарейкой в угольной шахте, индикатором, который выявляет вот этих русистов, фашистов, да. Так, салам всем свободным людям, салам Асам, салам Эд, витаю тебя, витаю, брат дорогой. Дестройд. Аслан, слышал новость, как из Баварии арестовали одну нелегалку россиян, которая в ТикТоке радовалась убийствам и бомбежкам в Украине. У нее изъяли телефон, ноутбук, и ей светит депорт либо 10 лет. Да, есть такая Юля Прохорова, что ли ее зовут. Это девушка, которая зарабатывает, как писали, ну, продажей себя, и вот она очень активно наезжала на украинцев, и у нее возникли небольшие проблемки. До 10 лет, я думаю, конечно, это очень сурово, но ей 10 лет не за то, что она на украинцев наезжала, она занималась вот этой своей профессией древней и не платила налоги, а здесь за это, за неуплату налогов можно попасть в тюрьму, да. Но она влипла по-крупному, мне кажется. Так.
Я знал Гилаева, да, он был серьезным человеком и был воином. Да, Чечня не Россия, и Баду, и умер он как настоящий воин. Аса, я правильно разумела, что украинцы теперь вільно можуть приймати участь в оккупации Ичкерии? Да, Любомира, да, абсолютно так. На законных основаниях, на законных основаниях. Помогать нам могут, оружие поставлять могут оккупированной стране, но как иначе. Теперь очень важно распространить информацию об Амине Герихановой. Украинцы ничего не знают об этом деле. Говорю об этом при каждом удобном и неудобном случае. Но нужно, чтобы украинские блогеры говорили. А разве Амина Гериханова находится в Украине, Хорзум? По-моему, нет. По-моему, она не в Украине. Так, друзья. Аслан, как ты думаешь, не пора взять знамя свободы, повести народ к свободе? Ты мне это предлагаешь? Ну, у нас много кто несет это знамя, и очень хорошо, очень хорошо. Здравствуйте, Аслан. Расскажите про чеченский батальон, который воюет за Украину. Здравствуйте, Бандера. Ну, я не знаю, это большая тема. Давайте как-нибудь в следующий раз. Покупатель, дайте мне, пожалуйста, карту России. Продавец, а за какое число? Машволь, ФМ. Услышал о гилаевском спецназе. Россиянские спецназовцы трепещали от страха. Да, именно так. Давайте, друзья, перейду теперь в ТикТок комментарии, потому что я смотрю, вы тут много написали. Так, давайте. Исламе говорят так, этот специалист по исламу тут. Тебе нужно... Так, дал Алшуэлу сам. Ну вот смотрите, этот специалист, да, у нас сейчас найдем этого. Ну, короче, да. Ваши все эти флаги под Америку загнулись. Так, ночи недалек тот день, когда мы будем ездить по миру с паспортом на корочке волка. Да, Алмула. Ты все врешь, говорит. Ты шайтан. Боже мой. Ичкерия бо куду. Так, лиц. Так, ассаламу алейкум, салам машал, ду Казахстане, Аслан. Муа, мокшал, муя, ва алейкум ассалам, дейлер салам машал, дику дал бухаста. Далси дуэла саваш, дейрес хуэль масера дуэль далси. Казахстан, ассаламу алейкум, Украина, чеченцы, братья, ва алейкум ассалам, алга Казахстан. Салам алейкум, урарту, что означает в чеченском языке, я не знаю, друзья. Ассаламу алейкум, как поживаете, ассаламу алейкум, салам, все отлично, спасибо. Так, ассаламу алейкум, брат, ассаламу алейкум, ассалам, ичкерикант, машвой. Ассаламу алейкум, ассалам, что означает урарту на вайнасском языке? Я не знаю. И вайнасского языка я не знаю, и я не знаю, что означает урарту, если честно. Друзья, давайте комментарии почитаем. Салам Машал, ночи, ух, Машал Довига, Слава, Вильна Ичкерия, Вилдкет, я смотрю, вы уже тут. Героям слава, дуже дякую вам. Михаил Мансуров, а никто не заметил, что после чеченских войн в интернете появлялось много видео, как чеченцы на улице бьют русских, а теперь много видео появилось, как украинцы на улице русских бьют. Михаил Мансуров, давайте договоримся не чеченских войн, а русско-чеченских войн или античеченских войн, потому что мы не воевали друг с другом. Ну, то, что вы говорите, такие наблюдения, например, ну, такие вещи имеют место быть, потому что, ну, Россия всегда, если она начинает кого-то расчеловечивать, мы, чеченцы, просто подвергались этому очень долго и упорно, этому расчеловечиванию. Поэтому вполне допускаю, что так есть. Основу услышали то, что мужчинам сказали избить своих женщин, которые вышли на митинг Ичкерии. Есть такой Рус-Адат, сыновья судьи, который нас сажал в тюрьмы во время активной фазы геноцида чеченского народа, Ингулбаевы.
Они об этом писали, я об этом слышал. Но я им не особо верю, хотя у них, конечно, информация бывает прямо чуть ли не из оперативной части МВД или оперативной части ФСБ по Чеченской Республике. Им какая-то информация поступает, но они легко ей могут манипулировать, и где нужно ее исказить. Об этом я слышал именно вот от них. И Кавказ, извиняюсь, фекалии, есть под названием Реали, тоже очень любит раскручивать вот таких товарищей. Они об этом писали. К большому сожалению, если это было, а я в этом нисколько не сомневаюсь, это очень-очень, за что эти люди будут отвечать. За каждую слезинку, за каждый удар, который они сами сделали или вынудили кого-то сделать, эти люди будут отвечать. Вот что я могу сказать. Никто не уйдет, и это не от меня зависит. Даже если меня не станет, 100% эти люди будут отвечать за это. За каждый поступок, валлахи, будут отвечать. Чеченский народ этого не простит. Сейчас уже огромный просто массив работы ведется для того, чтобы каждую вот эту собаку привлечь к ответственности. И ни одна эта собака не уйдет от ответственности. Да, Алмула. Да, тебе, только тебе, ты справишься и не подведешь. Эд Мамедов, спасибо большое, спасибо за доверие. Спасибо тебе большое, но, как говорится, Амина наш человек, независимо от ее места пребывания, даже если она не гражданка Украины. Ну, я думаю, она просто не в Украине. Получается, война для России закончится выводом войск из Донбасса, Крыма и ЧРИ. Совершенно верно, ФМ, совершенно верно. В свое время США тренировали, поддерживали кубинцев, которые бежали от оккупации коммунистами Кастро. Также нужно перенять опыт тем ичкерийцам, чтобы набирали боевую выучку Украине и в Европе. Так, глава МИД Германии Бербок. Европе нужна безопасность не с путинской России, а от путинской России. Абсолютно. Вообще, мне Бербок очень нравится. Она молодец. Чечня не Россия. Эти гибневы и гилоиды и на ролики с Дудаевым накладывают свою пропаганду с нашидами. Да, я тоже видел. Так, Рашки, это как, знаешь, как Ури получается, как Ичкерия 95 ники у некоторых бывают. Так, или там Ичкерия ИГИЛ. Рашки конец, там уже все так называемые республики от нее разбегаются. Рашка останется с территории Москвы. Да и то, походу, не останется. Я лично об этом позабочусь, чтобы не осталось вообще. Так, вам дякую. Так, Вилкет, взаимно. Так, друзья, парламент Эстонии признал Россию государством-спонсором терроризма. Надеемся, что скоро признает Ичкерию. Да, ФМ. Вчера, по-моему, парламент Эстонии признал государством-спонсором терроризма. И на этой стене должен будет появиться флаг Эстонии. Конечно же. Так, что-то вы поднажали у меня здесь. Аслан, Закаевский и Диговский батальон Шайо Мансур и Хоб бригад мою шаш геоуш дивош. Признание шаша едет на бош. Вот, Асуна. Мне без разницы, кто нас там, кто является зачинщиком этого. Я знаю, что батальон шейха Мансура и батальон Джахара Дудаева там воюют с 2014 года, да, с 2015 года. Там Адам как вышел из тюрьмы, сразу пошел воевать. Поэтому мне как-то все равно, кто там из них заслужил это. Главное, что они это сделали. Мы все это вместе сделали. Альхамдулилля, это для меня важно.
Так, Михаил Мансу, есть видео, где Валька Матвиенко говорит, что Рашка много раз и так далее. Сейчас очень важно, кто возьмет знамя свободы. Эд Мамедов. Да, и я считаю, я думаю, дойдутся достойные чеченцы, которые возьмут это знамя свободы. Хотя там есть товарищи, которые зубами его не отдадут никому. Будут грызть за него, да. Закаyan цаха агосо вообще тятвяхен хер том балалц украинец бал хилвочвал хинц хейрва люльсан тикток шубо. Ну, так надо им, может, Эстония, я тебя I love you, пишет уличный солдат. Присоединяюсь, Эстонию я тоже люблю. Хотя не был в Эстонии, не был ни разу. Обязательно буду, да, Алмула. По-моему, не был. Может, транзитом был. Так, всегда вас приятно видеть. Вы интересный человек. Спасибо, Качапкин Сергей. Большое спасибо. В 1997 году был договор между Чечней и РФ, где было сказано, что РФ будет строить отношения с Чеченской Республикой Ичкерия на основе международного права. Да, именно так. У нас в Крыму много прилетов по селам, все молчат, будто ничего не происходит. Как дальше будет развиваться события у нас? Ваше мнение? Я считаю, что Крым будет в ближайшее время освобожден. Можете в этом не сомневаться. Можете в этом не сомневаться. Конечно, все дается нелегко, гибнут люди, гибнут мирные люди, гибнут солдаты. Но Украину уже не остановить. Ничего на этой земле в сегодняшнем положении Украине не может помешать деоккупировать свою страну. И я очень надеюсь, что на этом не закончится. Расскажите, пожалуйста, если власть в Чечне поменяется, что вы будете делать с многими тысячами чеченцев, которые воевали против Украины? Вы их простите или накажете? Это будет решать не я, а чеченские власти. Я просто отвлекаюсь, вот читаю следующий комментарий и уже начинаю думать. Так, ассаламу алейкум, алейкум салам. Уже Суровикин говорит, что мы с украинцами один народ, что обстановка напряженная, медведь в капкане, и он страдает под жалом украинских пчел. Да, я смотрел Дестройт этого Суровикина, это просто самое настоящее быдло. Знаете, вот это хамское, вот этот гонор, разговор, там, мы один народ, и читает он 100% с экрана, хотя они делали иногда так заставку, как будто он не читает с экрана, зачитывал то, что он говорил, то, что он все говорил, он читал по бумажке. Это гнусный мерзавец и подонок, который заслуживает просто незамедлительного ареста или уничтожения на месте. Это подлый, полезный идиот, на которого Путин пытается свалить, Путин с Патрушем, свалить всю ответственность. Вначале Путин сам хотел всем управлять, быстро захватить там и так далее. Но что-то пошло не так, и Путин не шмогла. И вот теперь все возложили на Суровикина, и этот полезный идиот предстанет перед судом или будет уничтожен. Так, друзья, теперь я перехожу к комментарию в ТикТок. Ночью недалек тот день, когда будем ездить по миру с паспортом. Да, Алмула, Ичкери, Куду. Так, Астан, не прибедняйся, у тебя много знаний, госдела и дипломатии. Займись политикой Ичкери. Нет у меня никаких знаний, никакого опыта, друзья. Я обычный юрист, я обычный правозащитник. Делаю то, что могу. Ассаламу алейкум, салам Машал, ду Казахстане, ассалам. Мокшал муя, ва алейкум ассалам. Вроде читал этот комментарий, дику дал Бухаста. Дал си дуэла саваш дейрейсур. Это я перемотал, что ли, так сильно назад. Так, ассалам, все будет Ичкери. Дайл мула. Вот Шанель 95 Чувеншин. Ичкерийский флаг у него и 95. Шанель. Даяк, если ты не засланный. Даяк 95. Твоего флага достаточно понять, что ты чеченец. Зачем? И там у тебя, по-моему, сейчас я посмотрю, что у тебя там стоит. Ну, герб какой-то у тебя, не наш. Или наш, не разобрать. Так. Чиритан меттак да, Алмула. Кто и когда ответит и перед кем? Так, проехали.
Психче 095. Да. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ассаламу алейкум. Что означает ураж так? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Если США на выборах выиграют республиканцы, помощь Украине сократится очень. Не сократится. Не сократится. За Украину и республиканцы, и демократы. И я думаю, республиканцы более последовательны и более принципиальны даже, чем демократы в этом плане. Демократы, на мой взгляд, конечно, я пытаюсь не лезть в их внутренние дела, но, на мой взгляд, демократы, они более мягкие в своих подходах, более, хотя, конечно, и войны при администрации демократов развязывались, велись, но не знаю, изменений не будет, в этом я не сомневаюсь нисколько. Если Украина не выстоит, это крах всей системы, которая сейчас стала на защиту Украины, и той системы, в которую Украина хотела войти и просила помощи, да, европейская интеграция, западная интеграция. И Украине ответили: все, мы полностью тебя поддерживаем. Все, что тебе нужно? Деньги, оружие, политическая, информационная, социальная помощь. Что нужно? Принять беженцев, поднять твой рейтинг, поднять твой дух. Все сделали. Это супер. Поэтому я думаю, все будет супер. Да. Так, МВ Грозний, дався Öl подарок. Дуже дякую за подарки. Так, ваша США флаг и пен мелбо даматуана вейна истаяққан ихуду. Хахаян атажимал yoqnak халту вариация тишалиш истаяқнир қасы. Так, дався Öl подаркша Грозная. Так, можно вопрос вообще? Вы как относитесь к мусульманам, которые Франция бомбила, Ливия, Муаммар Каддафи там и так далее, так далее, и так далее. Идрис, Германия, Ингушет. Я отрицательно отношусь к любым бомбардировкам мирных городов и убийству мирных жителей, нарушением любых законов. Идрис, а с какой целью ты интересуешься? Ты кем являешься? Гражданином России ты являешься или гражданином какой страны ты являешься? Что ты скажешь насчет того, что фашистская Россия убивала чеченцев, убивала ингушей, убивала других? Почему этот вопрос для тебя не стоит на первом месте? Почему ты задаешь мне, который говорит о чеченской теме и не касается ни Муаммара Каддафи, который заслуживал смерти и был своим же народом казнен? Задаешь мне этот вопрос. Какую цель ты преследуешь, задавая мне этот вопрос? Я похож на француза или на ливанца, ливийца, на Муаммара Каддафи? В чем этот вопрос мне? Почему ты не пишешь везде про Чеченскую республику Ичкерия, которую уничтожали русские террористы? Почему ты не пишешь про то, что русские террористы убивали ингушей в пригородном районе в 92 году? Почему об этом ты не пишешь? Какая цель у тебя была вот задать мне сейчас этот вопрос? Ты хочешь сказать, что ты большой мусульманин, а я плохой мусульманин? Или ты хочешь отвести тему нашего разговора от русских террористов и говорить про французских каких-то там нарушений, которые они совершали? Я не могу одобрять ни одно преступление, которое совершается. Вот просто хочу твою логику понять. Да. Грозный, Баркал. Если США на выборах выиграют республику... Так, это уже я читал. А почему на мой вопрос не ответили? Как не ответил? А футболка Deutschland. Да, именно так. Хасхиллакду. В смысле Хасхиллакду. Я вопроса не вижу. Так. Здравствуйте, Елена. Маба Баркал. Окей, дел. Так, давайте еще перейдем теперь дальше. Так интереснее на самом деле. И вы в Ютубе почему-то оживились с комментариями, да? Так, и хорошо, когда заходят и наши эти хейтеры, и тоже начинают здесь делать. Что-то тут вякать делать.
Аслан, ты видел, как Матвиенко предлагала сесть за стол переговоров и уладить наконец-то этот межукраинский конфликт? Да, конечно, конечно. Я же выкладывал, по-моему, у себя это видео. Да, они готовятся к чему-то, они хотят оттянуть момент, отвлечь внимание, и потом, чтобы сказали, вот смотрите, мы же пытались договориться и так далее. По идее, они готовы договариваться, но они дальше продолжают накачивать, потому что им отступать уже некуда. Российская армия будет уничтожена. Почему я не на Украине? Warum bist du nicht in Ukraine? А зачем мне быть в Украине? Да, я понимаю, ты по-русски понимаешь, раз ты пишешь мне здесь на немецком, где я говорю на русском. Warum bist du nicht in Ukraine? Потому что, почему я должен там находиться? Я занимаюсь правозащитной деятельностью. Я говорю правду о вашей фашистской России. То почему бы мне не говорить это здесь, в Германии? Почему мне нужно ехать для этого в Украину? Мне нужно для чего-то же, наверное, туда ехать, правильно? Извините за вопрос. Вы сын Аслана Масхадова и вас зовут Аслан? Нет, я не сын Аслана Масхадова. Нет, да, меня зовут Аслан. Ну, это большая история. Я не вижу твой комментарий. I on USA site or what a man with your USA flag. Во-первых, я не совсем понимаю, что вы тут написали. Во-вторых, мое личное дело, да, что они значат, это слишком долгая история, чтобы я вам это все рассказывал. Сколько тебе платят за распространение лжи? Ты не поверишь, мне не только за распространение правды даже не платят. Вот что самое печальное, да. Правда, она вообще, оказывается, за нее не платят, да. Смотри, что этот пишет, да. Да-да. Так, гастарбайтер, вон из зала, где сидят культурные люди. Да, у этого Суровикина кровь по локоть, сирийцы, украинцы, чеченцы. Он безоружно людей давил танк, когда были протесты Белый дом в Москве. Да, я это тоже читал. Так, Грозный, Баркалайлам, Цамегар, Уалмегар, дорогая боже, да. Так, скажите миллиарды, говорит Елена. Да, Елена, ну скажу, они потом вырезать будут. Тут и так они, знаете, вырезают каждый кусок. Я могу, например, читать подряд комментарии, сказать там слава России, например. Они это могут вырезать, сказать, вот, смотрите, он за Россию. Просто автоматически прочитываю комментарии. Или могу сказать там что-то, там, имея в виду даже кого-то, и это тоже вырезают и говорят, что я там и так далее. То вы не представляете, какие они изобретательные. Кажется, Суровикин, брат Кивы или родственник. Точно, Вилдкет. Основа, я хотел с вами посоветоваться, как с правозащитником. Я украинец, меня даже зовут Тарас. Как с вами можно связаться? Качапкин Сергей, вы можете написать на e-mail. Под каждой трансляцией видео есть мой e-mail. Напишите мне туда, пожалуйста. Или в Facebook. Аслан Арцуев. Тоже, кстати, под описанием под видео вы найдете ссылки. Все, которые вам необходимы, чтобы со мной связаться. Привет из України, поздравляю ночі. Left behind, behind. Дуже дякую. Витаю, Украина. Большое вам спасибо. Аслан, не говори, что Украину ничего на этом свете не может остановить. Одно решение США все поставит с ног на голову. То есть уточни, что с таким союзом, как США, ничто не страшно. Анархист, я именно это имел в виду. Они могут поставить с ног на голову, они могут создать Украине большие проблемы. Они просто не помогли бы, и уже у Украины были бы большущие проблемы. Но я имел в виду, что вот при помощи вот той ситуации, но я думаю, даже если Запад отвернется, даже Америка отвернется, украинцы будут сражаться. Потому что костяк их, сила воли, это просто непоколебимая. Мы сражались 20 лет. Я думаю, украинцы больше смогут сражаться, потому что у них территории и так далее побольше. Но это, конечно, это тоже накладывает. И минусы тоже. Но поэтому, да, именно я имел в виду, что при помощи англичан, американцев из западных стран, которые вся разведка НАТО работает на Украину или с Украиной, то, конечно же,
Я имел в виду именно это. Вот вся суть русских. Они любят вторгаться в чужую страну и делать фейковые республики, но когда дело касается их самих, сразу воняет и начинает истерить. Смерть империи зла. Амин. Амин. Так. Давайте перейду сюда чуть-чуть. Скажите, вы за Америку? Ну, а ты не видишь? Да, они демоны, я знаю, говорит Елена. Да, Елена, это так. Не заметил, что скоро никакой помощи Европы не будет от слова ничего. Да, заметил, Европа загнивает. Мы уже тут замерзли, уже 8 лет как замерзаем. Уже все нам тяжело. Но в этом году, наверное, немножко будут перебои, да. Но мы, поверьте, справимся. Европа загнивает, Америка загнивает, разваливается, Украина уже вот-вот на ладан дышит. Ну все, короче говоря, все. Анна, все так есть. Все, как и говорит ваша лживая ФСБшная пропаганда, так и есть. Салам алейкум, ночь. Ва алейкум ассалам. Турецкий привет от казахов. Турет, говорю, привет, казах. Причем тут Америка? Почему напали на Украину? Нападайте на Америку, слабо. Не, Елен, это такой хитрый ход они делают. Хитрый ход они делают, да? Так, как помочь Амине Герихану? Подскажите, пожалуйста, почему мне этот вопрос задают? Там есть правозащитники, которые занимаются. Эти правозащитники, которые работают на русские спецслужбы, с русскими агентами спецслужб работают, они этим занимаются. Там, где они, я туда даже подходить не буду. Уже все об этом писали, там что-то говорили. Обычно, правда, кем они занимаются, тех выдают, но раз они занимаются, я себя рядом с этой агентурой, Войфонд, Русадат, Абдурахмановы, кто там еще их, я близко к ним подходить не буду. Вы меня извините, конечно, но я уже и так слишком много к ним подходил, много, не понимая, с кем имею дело, надеясь, что я имею дело с порядочными, нормальными людьми. Поэтому, почему вы мне постоянно об этом пишете? Они уже давно занимаются об этом, вы сами об этом мне пишете. Я не знаю, как я вообще ее кейс не знаю, вообще не интересовался этим, глубоко этим вопросом. Знаю, по-моему, ее муж там уже выдан, находится там, и ее могут выдать. И дал Годуэльцун, я Аллах, дал Годуэльцун, Олаца, сунам, шейт наш куюк и довой кар, ехки проблем, что я ха, сун Годуэл бош, имитация деятельности лилиш, ахч наш дош. Короче, Дадичеш усагах ечуат гладуешь бу иш там хилуат цу хаздуаш эйлер бош иш цахум дючеш сун я уже устал всем объяснять, доказывать, не понимаете, ну. Я просто не буду туда подходить, я себя имею право защитить, свою репутацию. Так, Аллах дал эту боль, амин, мастера боль дал эту. Шумахазу Гулделя случайно зашла, увидела стрим. Машор, Фрея. Вы знаете, что Украина понадобится? Все, рабы удараю, не пускай. Конечно, будем сражаться. Знаю. Так. Еще и Лустон взорвет США, тогда РФ точно заживет. Да не говорите, Wildcat. Это вообще был бы подарок для них. Вообще было бы отлично, да он. Но, к сожалению, развалиться придется фашистской России. Возможно, рашисты готовят большую провокацию Запорожской атомной электростанции и новоиспеченным генералом-полковником. Халиуллина Татьяна. Да, возможно, ничего, что они не сделают. Ну, от них можно ожидать все, что угодно. Мы это уже давно поняли. Так. Как больше, так, все сгнили, да, Елена? Это-то они одни только остались, а все уже умерли с голоду, замерзли, сгнили. Ассаламу алейкум, Маша. Есть вариант Германии сдаться, если на руках повестка. Что делать? Добраться сюда, босс.
900. Тебе нужно, валейкум ассалам, тебе нужно добраться до Германии и с этой повесткой прийти и сказать, что меня забирали, вот мне пришла повестка. И тебе Германия, да, предоставит, на основании этого предоставит убежище. Нужно просто добраться до сюда. Ürdik hila, ha hulfatim ürdik. Üri мясо бадыдыч. Америки ахирю. Так, даже больше военной помощи Украине. Украинцы довольно-таки успешно справлялись, как в той же Киевской области. Партизанить будут в случае чего. Ну, смотрите, ну, это же, конечно, невероятно, что сейчас Америка откажется, Англия откажется, Польша откажется, Ичкерия откажется, что мы все откажемся, Украина останется одна, и она тоже откажется и сдастся. Но это невероятный, конечно, сценарий. Мы сейчас обсуждаем то, что, в принципе, невозможно просто даже в теории предположить. Потому что поляки уже втянуты в эту войну, поляки имеют свои счеты, и давние, и недавние, и понимают, что их безопасность после Украины, падения Украины, будет просто под вопросом находиться. Страны Балтии тоже абсолютно принципиально, абсолютно исторически правильно идут в этом направлении, всегда были в этом направлении, принципиальном против фашистской империи и так далее. Поэтому Англия и Америка самые главные помощники нас всех и в первую очередь сейчас Украины, они тоже не могут отказаться. Слишком много сделано и сказано. Поэтому невозможно, чтобы было такое. Я так это как теоретически сказал, так как бы возможно, даже если произойдет, то даже все, нас ведь оставили от них, мы не сдались. Я уверен, украинцы тоже не сдадутся, несмотря ни на что. Поэтому, а это невозможно просто. Это, ну, в жизни все бывает, конечно, всякое бывает. Но в моем понимании, да, то, что я вижу, чему все это шло. Россия, например, я сюда приехал уже сколько, 6 лет, нет, больше, 6, 7, 8 лет, я уже 7 лет здесь. За это время, ранее, до того, как я сюда приехал, я понимал, что русские готовятся к войне с Америкой, с англосаксами, с западным миром, что они должны дойти до тех пор, пока им нос не дадут, и до крови им нос не разобьют, мы должны идти, они говорили. А это миллионы жертв, к которым они готовы. Вот эта мобилизация, вот это все. И они рассчитывали, что они по-быстренькому возьмут, но в случае, если не смогут быстро взять, они будут биться до тех пор, пока их не разобьют. Их разбили. Разбили, и они сейчас уже как бы пытаются как-то что-то сделать, чтобы вырулить из этой ситуации. Поэтому ничего невозможно так, чтобы Запад, который столько сделал в этом деле, но фактически Запад потеряет свой статус, который у него сейчас имеется. Америка потеряет этот статус. Вчера мы смотрели Блинкена, который сказал, мы готовы нести это лидерство. Я готов доверить Соединенным Штатам, лично я могу доверить Соединенным Штатам это лидерство. Эта страна доказала, показала за всю свою историю, что это самая адекватная страна, самая передовая демократическая страна, не на словах, а на деле, где закон есть закон, который соблюдает. И эти страны, эта страна, она должна в этом, раз она готова брать на себя вот это лидерство, они об этом заявляют, для нас это подарок, что есть такие люди, такие государства и такие личности, как Тони Блинкен, Энтони Блинкен, как другие товарищи, которые там есть, да, как был там Помпео, тоже очень много хорошего сделал, на мой взгляд, хотя есть разные мнения, особенно у некоторых американцев, но это их внутреннее дело. Поэтому я думаю, здесь вопрос стоит, русские правы в чем? В том, что они воюют с НАТО, США. Они готовились к этому, готовились в своих университетах к этой войне. Я поэтому был уверен, что это столкновение произойдет.
Поэтому я не знаю, насколько к чему готовились американцы и англичане. Я знаю, что за всю эту историю они всегда хотели сохранить этот Советский Союз. И они хотели сохранить Россию. Они хотели с Россией дружить, они хотели иметь с ней дело. Но, конечно же, чтобы на шею она не садилась, они ее везде, во все институты международные ввели Россию. Ну а Россия себя вела как просто свинья, которую посадили за стол. Ну, поняли, видимо. А русские готовились вонзить топор в спину или ударить топором в спину хотели. Они это и сделали, они украинцам ударили, они нам ударили, чеченцам, украинцам ударили и Западу. И теперь Западу выбора просто нет. Я просто не вижу другого исхода из этой ситуации, что, ну, может теоретически украинское руководство как-то там что-то продастся, предастся, они рассорятся, англичане и американцы с украинцами. Ну вот невероятное что-то, если придумывать, да, то можно какое что-то допустить. Ну, такое оружие, современное оружие, столько денег, ну, не вбухивала бы Америка. Америка очень мудрая страна. Если бы она была бы глупой, хотя много ошибок Америка совершает, сами американцы говорят, американцы делают все неправильные решения, после этого только принимают правильные решения. Ну, они принимают это в конце концов, а Россия никогда не принимает это правильное решение. Ну, может быть, случайно, иногда, может, только может в каких-нибудь случаях принять. Поэтому, ну, это даже теоретически я не допускаю. Хотя, возможно, все в этом мире, но посмотрим. Фашистская Россия будет разбита. Путин и террористы, Кадыров, Патрушев, Шойгу, вот Суровикин, Муравикин, вот эти вся шваль будет наказана. Это я вам 100% гарантирую. 100%, 10 лет пройдет, 20 лет пройдет, это они будут наказаны. Хотелось бы, конечно, побыстрее. Да. Так. Витаю дорогого друга Украины. Аслан, ты приближаешь победу над Русней. Нарыв на планете. Спасибо, Светлана, спасибо за теплые слова. Так, призыв к победе, пожелание победы по-чеченски будет, как будет? У вас говорят разом до перемоги, вместе к победе. Интересно, как у вас? Ну, ожила я машу, мы говорим. Свобода или смерть, или смерть или свобода. Ожила я машу. Так, друзья, давайте чуть-чуть посмотрим, что говорят в ТикТоке. Так. В Германии простые немцы говорят, что если Украина падет, то пальчик захватит весь мир. Да, Елена, именно так, вы правы, вы, наверное, живете в Германии, и многие начали понимать. Я вам скажу, 6 лет назад, когда я сюда приехал, я когда с людьми говорил на эту тему, с немцами говорил, на меня смотрели, ну, скажем так, как на какого-то очень опасного человека. Я как-то был тут в театре, и после того, как там чеченская пьеса была, ну, по сценарию грузинской писательницы, немцы поставили пьесу, и «Кот и генерал», по-моему, называлась. И мы после того, как у нас закончился этот спектакль, мы спустились там в кафе, где собираются эти актеры, они нас туда пригласили, узнали, что мы чеченцы, и мы разговаривали очень долго с ними. И они очень сочувствовали, мы благодарили им, как очень четко, как прочувственно они сыграли эти роли. Там речь, скорее всего, очень была похожа на Эльзу Кунгаеву, убийство Эльзы Кунгаевой там, и так далее. Ну, не совсем, конечно, так, как было. На самом деле, есть, может, это был другой случай, но показалось, что это было похоже на этот случай. И
мы с ними разговаривали, очень они нас сочувствовали, очень сопереживали нам. И, как бы, можно сказать, немножко подружились даже в этой беседе. И мне задали вопрос, а как вы видите развитие? Это, ну, вот это было, наверное, лет года 3 назад, 4, может, назад это было. Как вы видите, как выход из этой ситуации, какой вы видите? Я говорю, только развал фашистской России, только развал. И я помню реакцию их всех. Они прямо немножко удивились, мягко сказать. Они так раз подумали, сидят чеченцы и заявляют в их стране, что фашистская Россия должна быть уничтожена, а Путин должен быть привлечен к ответственности. И так они мне немножко, не то что даже не поверили, они, мне кажется, немножко с настороженностью уже стали ко мне относиться, ко всем нам. Это было мое такое ощущение. Они ничего так конкретно не сказали, они улыбнулись, ну, сказали, что какой выход из этой ситуации. Я говорю, только развал России, только вот привлечение к уголовной ответственности ФСБ. Я думаю, я бы хотел бы сейчас с ними увидеться. У меня есть телефон, кстати, я мог бы с этой актрисой пообщаться. Надо будет как-то пообщаться на эту тему. Вот такие, и это не только, это был такой показательный пример, когда их было много. Мы сидели, и нас несколько человек, их там вся их труппа, и мы собрались, общались, пили чай, кофе, общались. И с другими тоже приходилось общаться. Как-то так, да. Так, друзья, перехожу к вашим комментариям. Это правда? Ичкерии горы вернутся? Ничего не понял. Привет из Харькова. Ваше отношение к имперским амбициям Эрдогана может быть гарантом соглашения? Я думаю, гарантом Эрдоган может быть. В отличие от русских террористов из Кремля и ФСБ, турки соблюдают договоры, и репутация у турков в этом плане, конечно. Ну а так, амбиции имперские у Эрдогана есть, мне они не близки, так как я не вхожу в тюркский мир, и поэтому могут быть какие-то трения. Но я очень надеюсь, что у них есть к нам уважение, и мы сможем по-человечески, не как с русскими, а как с людьми с ними решить этот вопрос. С гарантом почему нет? Я думаю, может. Так, давайте дальше почитаю ваши комментарии. Так. Есть так, учит солдат, так все ясно. Учит солдат, смотрела видео, уроки на ютубе, это нереально. Очень быстро говорят. Запомнила только, что Майдан означает то же, что и на украинском. Так, Майдан, тюркское слово, нас разъединяет степь, там жили кочевники. Так, сколько у нас идет стрим уже? Час 18. Так, Асан, как ногчи могут остановить Закаева и ему подобных? Я не знаю, как их останавливать. Абсолютно. У нас должен быть, механизм регулирования, например, это может делать парламент. Вообще, народно избранными людьми у нас является парламент. Сараляпов не выполняет своих функций, и остался вот Хусейн Исханов и еще Хусейн, несколько депутатов, которые в публичном пространстве работы никакой как таковой не ведут. И эти депутаты должны собраться. И смотрите, нам не нужно обращать внимание на это. Если нам Запад будет протягивать руку помощи, он не обязательно будет протягивать ее там человеку, который называет себя там представителем чеченцев, там правительстве, там еще. Не обязательно. Любому из нас они могут протянуть, если они увидят, что мы объединены одной идеей и за нами идут люди. Мы можем создать, а здесь мы можем только так, партии мы не можем создавать, наши ичкерийские партии. Мы можем создавать там фирайны, общественные объединения, группы людей, и мы можем вот в этом направлении двигаться. Если и каждый должен заниматься тем, чем он занимается, то есть защитой прав и интересов чеченского государства, чеченской нации. Вот
в этом направлении мы все должны работать. Другого я не вижу, как можно повлиять, там, как что-то сделать. Просто не знаю как. И депутаты, которые есть, например, Хусейн Исханов, есть еще какие-то другие депутаты есть, они должны назначить себе заместителей или помощников депутатов, которые могли бы представлять, потому что наши депутаты уже не молодые. Но для этого нужна, опять же, молодежь, которая хотела бы заниматься. А молодежь не идет никуда, потому что у нее дома папа, мама, которые говорят, не делай этого, дома опасно, нам домой надо ездить, нам дом построить надо, еще что-то надо сделать. И должны проснуться молодые товарищи и присоединяться к этому делу. Военных тоже не нужно ставить на первое место. Да? У нас уже заведено, что Джахар был военным, Масхадов был военным, там Басаев был военным. Нам так сложилось. Первый президент оказался военным, а потом была война, и все наши лидеры принимали так или иначе активное участие в войне. И в этом плане мы понимаем, что эти люди рискуют своими жизнями, и значит они искренни. И это для нас важно. И мы должны ценить наших солдат, наших воинов и так далее. Но мы должны ценить в первую очередь тех, кто воевал у нас в Чечне. Не в Сирии, кто воевал, не в Украине, кто воевал. Да, мы их ценим, мы их любим, они молодцы и так далее. Но героем чеченцев может быть только тот, кто воевал в Чечне и защищал свою Чеченскую республику. А если ты воевать в Сирию, потому что там так удобно, потом поехал в Украину, потому там есть Хаймерсы, Джавелины, там и тоже и зарплату платят, еще что-то там, какие-то есть вещи. Но это ценно для всех нас, конечно, но это не так ценно, как ты защищаешь свою страну. Ведь те, кто воевали в Абхазии, у нас никогда не были героями, только лишь за то, что они воевали в Абхазии. Да? Или те воевали там на Горном Карабахе и так далее. Да, если они приезжали и воевали уже за нашу страну, за свою страну, вот тогда они становились героем. А так, он поехал и их герой. Но он молодец, он мужественен, он красавчик, особенно если он делает правильные шаги, например. Да, вот, например, в Украине сейчас. Например, в Сирию не было никакого, Абхазию, как мы понимаем сейчас, тоже не нужно было ехать. И Басаев считал это своей ошибкой. А в Сирию, например, но это колоссальная ошибка была, которая была совершена. Поэтому мы должны выбирать умных людей, мирной профессии. Запад с нами будет разговаривать, американцы, англичане, если мы будем понимаемые, предсказуемые, мирными, миролюбивыми, да, чтобы коммуницировать. А военные, которые у нас есть, которые сражаются где-то, они могут на своем уровне коммуницировать. Нам нужна будет и силовая составляющая, и полицейская составляющая, вот вся военная, она нам необходима. Все равно без нее ни одно государство не будет, тем более наше маленькое государство, оно должно быть. Но нам не нужно делать из этого там, что вот нужно как-то выдвигать военных вперед и так далее. Военных вокруг себя, например, собирает тот, кто хочет себя защитить и потом влиять уже на мнение других, запугивать их или убивать, там, сажать, еще что-то делать. Власть должна быть разделена, сейчас в Украине идет война, Зеленский не лезет в дело войны, например. Да, у него есть, наверное, доклады, он все это видит, читает, но он не указывает генеральному штабу. Залужный, например, там, со своими товарищами сам принимает решение, где, как воевать, что делать. И точно так же у нас должно быть. Военный должен заниматься военным делом, политики должны заниматься политикой. Вот это все. Религия должна быть отдельно тоже. Религией должны заниматься люди, занимающиеся религией. Вот так мы должны работать в этом направлении. Останавливать, не обращайте внимания, я все могу сказать, просто не обращайте внимания. Если американцы захотят, они скажут так, мы хотим, мы считаем, мы видим, а они знаете, когда захотят? Когда они увидят, что вы реально что-то делаете. Слышали, как
масштабах неоднократно говорит, мы помогаем тем, кто что-то делает. Тот, кто ничего не делает и ждет, пока придут, и за него там американцы сделают, там дураков нет. Поэтому мы должны создать гражданское общество, оно у нас формируется, и тот шаг, который сейчас сделала Украина, признав нашу страну, этот шаг способствует для того, чтобы у нас это гражданское общество здесь, в Европе и во всем мире, оно формировалось, которое фактически разбито русскими террористами, взято под контроль, дискредитировано и так далее, и так далее. Нам нужно создавать гражданское общество. Мы должны создавать организации правозащитные, культурные и так далее. И каждый должен работать там, где он работает. Если он искренен в своих намерениях и трудится на благо своей нации, то я думаю, что бы он ни сделал, здесь работы непочатый край. Что бы он ни взялся, не делал бы с ошибками, без ошибок, абсолютно не имеет значения. Главное, что он искренне свое намерение и пытается что-то делать. Один раз ошибка, второй раз ошибка, а потом он уже знает, что не нужно совершать. Я также занимаюсь, просто делаю, что я умею, что могу просто. И неважно. Важно, конечно, хорошо я себя отделал, да, отлично. Но так как конкуренции у нас немного с вами, поэтому ничего страшного, что можем, то делаем. Поэтому, я не знаю, что это. Мы должны объединиться. У нас должна быть одна идея и группа людей, которые готовы идти в этом направлении. И видно, что это группа, которую поддерживает народ. Нам мешают, нас дискредитируют, начинают, для нас, чеченцев, репутация большое значение имеет, начинают вырывать что-то из контекста, придумывать сказки, лгать, как они умеют. И в итоге человек думает, цаш будешь, и я туда лезть не буду. И одного поля ягоды. И таким образом они нам мешают создать единое такое устойчивое гражданское общество. Но мы не должны оставлять попыток, мы должны делать. А уже есть результаты, мы видим, есть результаты. И мы должны дальше в этом направлении двигаться. Знаете, почему Дудаева так на Западе поддерживали? Потому что Дудаева поддерживал чеченский народ. Они работают. Если там будет поддерживать Кадырова, на самом деле чеченцы будут поддерживать Кадырова, они будут и с Кадыровым работать. И они работали здесь, в Германии, открыто чувствовали себя, жили себя, я имею в виду Запад. Пока Кадыров не начал говорить, что он там раком поставит Америку, что у нас ракеты есть там и так далее. Ну и еще раньше, конечно, с Кадыровым проблемы начались у американцев. Но я имею в виду на Западе, здесь Кадыров приезжал, лечился, там, как его, охранник его, этот патриот, русский патриот, тоже лечился. Приезжали здесь, жили себя, и сейчас, я думаю, их родственники здесь живут, и нормально, и эти деньги вкладывают в экономику Запада, и уже вложили много. Поэтому лучшее средство нам самим что-то из себя представлять. Вот что я могу сказать. Другого выбора нет. Все трудно, ничего легкого я не обещаю. И знаете, что самое страшное в этом деле? После того, как сейчас у нас проблемы, сейчас у нас огромная куча проблем просто, после того, как мы деоккупируемся, и когда начнем мы новое государство наше, воссоздавать заново наше государство Ичкерию, вот сейчас у нас нет проблем. Мы можем сидеть, критиковать, выявлять всю их ошибочность, преступность их политики. Но когда мы станем сами уже нести ответственность за это, в 1000 раз нам будет тяжелее. 1000. Понимаете? Нам просто невероятно сколько придется проработать. Вот тогда нам нужно будет 100-кратное доверие друг к другу. Потому что мы должны будем наказывать преступников, а это будет не самый простой способ. Мы будем формировать новое государство, это избежать агентуры.
Просто там работы непочатый край, и я не знаю, и когда мне говорят, там, например, кто-нибудь, что я должен идти вперед, мне кажется, это меня просто посылают на расстрел просто. Я с удовольствием буду вести свои стримы и критиковать по делу и не очень, да. Главное, чем это самому все, и ответственность это огромная, это невероятно. А нам это неизбежно придется с этим столкнуться, потому что мы к этому идем, и мы к этому придем. Будем сталкиваться, будем по мере возникновения работать. Да. Я единственное вижу панацею, чтобы мы могли выкарабкаться из всего этого, избавиться от всего российского, от всего русского, российского, и от наших братьев, соседей, мы вот этих разных, которые там живут. Если они россияне, мы тоже к ним должны относиться как к россиянам. Если мы какие-то дела делаем, мы должны делать там не через Махачкалу, а через Москву, потому что они там в Махачкале ничего не решают. Да, отдельные граждане и Дагестана, других республик, которые являются нашими соседями и хотят жить свободно от фашистской России, мы должны с ними коммуницировать, мы не должны их избегать, но брать на себя какие-то ответственности, какие-то договора, как когда-то Шамиль Басаев взял с дагестанскими народами, которые потом фактически его предали, мы должны были защищать даргинские села, спасать женщин, детей, и потом мы знаем, весь Дагестан, мужское население Дагестана, ну, большая часть, прошла через командировки наемниками в нашей стране. Просто из-за уважения можно было не пойти на эту войну. Но такого там нет. Там есть копейка, ну, все, плевать на совесть, на честь, на братство и так далее. Но это отдельная история. Поэтому дукуба бывает в обешке, бах бир бывает саба, цамудир, да, шунар. Никто за нас это не сделает. Так. Закаев лидер строителей ИГ в Чечне, а не лидер чеченцев, говорит, Чечня не Россия. Да. Крутые боевые машины получили украинцы из Англии, говорит Фрея Роке. Это супер просто. Это супер, 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 да. Со строителями ИГИЛ никто не будет говорить. Говорит, Чечня не Россия. Так. Без тиктоковских хлопчиков здесь так спокойно, цивильно. Да, Конор. Доброго вечера, Астан из Баку. Доброго вечера, Баку. Витаю тебя. Есть отличные примеры строительства новых стран. Грузия, Сингапур, Тайвань, Польша и так далее. Да. Строительство новых стран. Грузия и Польша. А как главный образец стабильности Швейцарии. Супер. Мулов, имамов и муфти надо будет в дистанции держать и не пускать в политику Ичкерию, а то опять продадут нас расистам. Чингисхан, ты прав, ты сегодня на голову вырос, говорит анархист. Нет, у меня тот же рост. Ты, наверное, не все смотрел, анархист, что мы говорили тут. Так, религия пусть отдельно, а то под контролем все будет, чтобы не ушли опять, не понять куда-то, непонятно куда-то, Ичкерия будет так, да, Мула. Так, друзья, теперь переходим в ТикТок, где не говори, пока не перепрыгнул. Ну, хорошо, Инна, или Анна, кто-то там, хорошо. Германия больше визу не дают рашам, это правда? Да, не дают. Я люблю Европу и Америку. Так, отлично. Но мой сосед австриец ненавидит меня из-за того, что я мусульманин. Жоухар Ван Дам.
Ну что поделаешь, он, наверное, родственник Гитлера. Всякое бывает. Салам, ты чеченец? Да, Раисат, я чеченец. Так, салам алейкум, алейкум ассалам. Слава Украине, героям слава. Что вы думаете по поводу военного положения на оккупированных территориях? Военное положение на оккупированных территориях? На каких? Поясните мне, пожалуйста, Аленка. Аслан, здоровья тебе желаем железного. Кашель, изыди вон. Баркал, баркал. Все нормально, друзья. Так, да как в Турцию в свое время Ататюрк сделал, иначе не выйдет. Говорит Фрея. Закай уже начинал путать карточки, кому какой цвет показать. Ты о чем, Чечня, не Россия? Я не понял. Так. Да, здоровья, все благ. Все у меня отлично, не волнуйтесь, здоровье, все отличное, Леон. Так, мы говорим час 35. Друзья, знаете, что еще хотел сказать? Тот, кто не живет в России, фашистской России, если у вас есть желание помочь нашему развитию, вы знаете, что наш канал постоянно атакуется, нам мешает развиваться. Распечатка, например, основных тем, которые мы затрагиваем. Вот этот временной вот этот таймер, который выставляется. Кто хочет добровольно на общественных началах присоединиться, помогать, вы можете тут в Ютубе просто по времени расписать, на какие темы я говорил. И я потом вверху закреплю, просто как комментарий, если вы пришлете, у кого есть желание помогать. Но только вы не должны быть в России, потому что я вам должен доверять. Потому что человек, который будет это писать, его ник будет постоянно мелькать. И этот человек, значит, соответственно, я... Это, конечно, не гарантия, что я не нарвусь на засланцев, но, по крайней мере, это будет более надежно, если это будет. И если есть кто такие желающие, можете с удовольствием писать, я буду закреплять как первый комментарий, чтобы люди могли быстрее находить темы, которые им интересны, а не смотреть весь, например, наш стрим, который может быть им неинтересным. Заранее благодарю, буду вам очень благодарен. Это такая работа не для всех, человек должен иметь желание, сосредотачиваться и так далее, но заранее благодарю. Надеюсь, кто-то из вас откликнется, потому что это наше общее дело, мы все должны это делать. После победы Украины, как наладить отношения с жителями ЛНР и ДНР? Ваш совет. Ну, я скажу вам так. Это ваши территории и это ваши граждане. Налаживать отношения все, кто оказался под оккупацией добровольно, да, там ведь разные люди есть, ведь, да, тот, кто не мог выехать из-за финансовых каких-либо других причин, из-за родственных причин, там бабушка, мама, там больные дома и так далее, и вынуждены были оставаться, да и кому мы нужны, да, если мы уезжаем из дома. Ну, эти люди одиозные должны быть публично, всенародно наказаны, да, осуждены и уехать на длительные сроки, а все остальные должны начать исправляться. Надо в школах вводить правила. Но я сейчас вам такой панацеи какой-то не скажу, как-то надо подумать над этим. Это большая работа должна быть проведена. Я думаю, Украина сделает это лучше, чем я бы это сделал. Однозначно, Леон. Я уже какой раз пытаюсь заставить одного довольно популярного на Южном Кавказе блогера Гела Васадзе позвать тебя на интервью, пока безуспешно. Но ничего страшного. Этот мужик в свое время делал интервью с Аллой Дудаевой. Отлично. Распространяйте стрим, кто может. Спасибо, Саха Кремия.
Крым. Чечня не Россия. Закаеву нужна армия, чтобы возродить вооруженные силы ЧРИ. Я не согласен с тобой, Фрейя. Там вооруженные силы никто не возрождает. Там нужно окружить себя надежными товарищами. Да. У нас будут чеченские паспорта и посольства. Да. Неверующие могут такое ощущение, что попало к демонам. Не, просто мы будем знать, что нас признало. Так, к сожалению, так. Ты что, сможешь существовать самостоятельно? Ты что, сможешь существовать самостоятельно? Я тебе скажу, лет, наверное, с 17, с 18 я существую самостоятельно в этом мире. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Ва алейкум ассалам. Хунбара, никто. Ва алейкум ассалам. С какой целью ты мне задаешь вопросы? Так, этот мужик в свое время делал так. Чечня не Россия. Так, придет время, Запад станет внутренней политической проблемой России. Джохар Дудаев. Да, Чингисхан. ЛДНР не должна иметь право голосовать и брать какое-либо участие в политической и культурной жизни Украины. Да, Хорзума, совершенно верно. Эх, эфир идет. Да. А, ты не лично, а Ичкерия ты говоришь? Ну так и говори, вы хотя бы, а то я же не вся Ичкерия, один я. А почему ты говоришь, что мы не сможем самостоятельно существовать? Что ты имеешь, что мы финансово-экономически не сможем выжить, или у нас мозгов не хватит просто? Что ты имеешь в виду? Получается, если Зеленский подпишет о проведении военного положения в Москве, это будет равноценно. Я просто не знаю, о чем вы говорите, друзья. Так. Никто. Я на личные вопросы касательно кто с кем знаком, кто с кем в родственных отношениях. Я на них не отвечаю, во-первых, и всех призываю каждый раз, не получается, уже забываю, но у меня написано под каждым видео, что не говорите о себе никакой информации, потому что мой канал мониторится, и люди, которые здесь бывают, могут пострадать просто. Поэтому такие вопросы тебе не советую отвечать, не задавать не советую. Ничего не закончилось, только все начинается, друзья, только все начинается. Так, друзья, до Кремля можно достучать только с трупами русских солдат, говорит Шамиль Басаев. Да и трупами до них не достучишься. Я только приехал, вообще не знала про эфир, оповещение приходит именно с этого канала, говорит леди. Да, леди, это у нас есть такое дело. Так, друзья, я тогда закончу свой стрим сегодняшний. Мое предложение по времени расписывать наш стрим, у кого есть желание, остается в силе, друзья. Так что на этом я свой стрим закончу. Еще раз призываю уважаемые страны Балтии и Соединенных Штатов Америки признать оккупацию Чеченской Республики Ичкерия и осудить геноцид, совершенный фашистской Россией. Взять пример с Украины. Заранее благодарю. Я уверен, вы сделаете правильный выбор. Спасибо вам большое. А сзади меня обязательно появится эстонский флаг за то, что Эстония признала Россию спонсором или террористом. Я пока еще не читал всех новостей, но слышал об этом. Всего самого хорошего. Все будет Ичкерия. Слава Украине. Господи, благослови страны Балтии, Литву, Латвию, Эстонию и Соединенные Штаты Америки, а также Великобританию. Всего самого хорошего, друзья. Адикюэль Маш Оэль. До свидания.